Здравствуйте, ребята! Я, Шабалина Анастасия Сергеевна, приветствую вас на уроке русского языка. Давайте повторим материал предыдущих уроков. Назовите понятие по данному определению. Слово или сочетание слов, называющее того, к кому обращаются с речью. Обращение. Слова какого-либо лица, передаваемые от его имени дословно, без изменений. Это прямая речь. Передача чужой речи с помощью союзов «что», «чтобы». Косвенная речь. Установленный, принятый в определенной общественной группе порядок поведения, форм обхождения. Это этикет. Предлагаю вашему вниманию фрагмент мультфильма. Понаблюдайте, в какой форме происходит разговор между героями. О, миллион извинений. Как тесен мир. Действительно, мир очень тесен. Да-да. Скажите, а как по-вашему выглядит этот мир? Обыкновенно мир – это яйцо. Да-да-да, мне говорили. Но правда ли, что он вертится? Не могу поверить. Все-таки он вертится. Иногда. Вот только что, например, вертелся. А теперь перестал. Ой, как это неожиданно, как интересно. Но неужели этот мир ярок и прекрасен? О, нет, это врут. А, я так и думал. Скажу больше. В нем очень темно и неудобно. А я ведь им говорил. Мы посмотрели и послушали небольшой разговор. Сколько лиц участвует в разговоре? О чем они говорят? Я показала вам фрагмент мультика не случайно. Форма разговора напрямую относится к теме нашего урока. Разговор между двумя лицами называют диалогом, а слова каждого – репликой. Тема нашего урока сегодня – монологическая диалогическая речь. Сегодня на уроке мы ответим на вопросы: что такое диалог и что такое монолог? Как оформляется диалог на письме? Как начать разговор, соблюдая правила речевого этикета? К чему может привести упрямство? В рубрике «Слово о словах» сегодня диалог и монолог. Корни греческого происхождения: моно – один, диа – между, поли – много и лог – слово, речь, мысль входят во многие слова русского языка, привнося в них свои смыслы. Например, на сцене теперь было 3 персонажа, которые могли вести диалоги и монологи.
Речь может быть монологической и диалогической. Диалог – разговор, беседа двух людей. В переносном значении – переговоры, контакты между двумя странами, сторонами. Монолог – речь, развернутое высказывание одного лица, обращенное к слушателям или к самому себе. Обратимся к нашему учебнику на странице 55. В упражнении 90 обозначьте, какой из текстов диалог, а какой монолог. У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Слон. Откуда? От верблюда. Что вам надо? Шоколада. Для кого? Для сына моего. А много ли прислать? Да пудов этак 5 или 6. Больше ему не съесть, он у меня еще маленький. Диалог состоит из реплик. К диалогу относится текст номер 1. Определить это можно, уже взглянув на структуру текста. Слова каждого лица, участвующего в разговоре, называются репликой. Предложения реплики тесно связаны между собой по смыслу и структурно. Рассмотрим второй текст. Чем он отличается от первого? В нем передается информация без эмоций. Однажды в моей квартире зазвонил телефон. Я поднял трубку. Это был слон. Он звонил от верблюда. Слону было нужно 5-6 пудов шоколада для его маленького сына. Данный текст – это монолог, то есть речь одного человека. Рассказ учителя или ответ у доски ученика – это монологическая речь. Выполним упражнение 91, но для начала проведем орфографическую минутку. Объясните правописание пропущенных орфограмм в данных словах. Слова «сегодня», «хороший», «поворачивалась» – это словарные слова. Правописание данных слов необходимо запомнить. А какая орфограмма объединяет слова во второй колонке? Безударная гласная в корне слова. Проверяется однокоренным словом, в котором на эту гласную падает ударение. Прихожу. Проверим словом ходит, сидит, сидя, смеешься, смех, посмотри, просмотр, пчела, пчелы, вертелась, вертится, плясать, пляска, выдержал, держит, слежу, слежка. Кстати, какой вид речи мы сейчас использовали? Надеюсь, что диалог. Я рассчитываю, ребята, что вы отвечаете на мои вопросы. В результате у нас получается теледиалог. Прочитаем отрывок из произведения Николая Носова «Дневник Коли Синицына». Обозначьте в тексте примеры диалогической и монологической речи. 11 июля. Сегодня был очень хороший, солнечный день. Утром я прихожу на пасеку, а Толя уже сидит возле улья с маленьким зеркальцем, заглядывает одним глазом в верхний литок и потихоньку смеется. «Ты чего смеешься?» – спрашиваю я. «Они танцуют». «Кто танцует?» «Пчелы». «С ума, говорю, спятил!» «Посмотри сам!» Я взял у него зеркальце и стал смотреть в литок.
Одна пчела бегала в припрыжку по сотам. Она поворачивалась то в одну сторону, то в другую, то быстро вертелась. Вдруг другая пчела бросилась следом за ней, и они стали вертеться вместе. Следом за второй пустилась плясать третья пчела. Я не выдержал и громко рассмеялся. «Все время так», — сказал Толя. «Я за ними уже давно слежу». К какому типу речи мы можем отнести данный текст? Это повествование, так как здесь мы можем выделить начало действия, развитие действия, кульминацию – это наивысший момент напряжения в тексте, и развязку. Давайте проверим, как вы справились с заданием. Синим я выделила монологическую речь, а красным цветом – диалог. Обратим внимание на знаки препинания в диалоге. Реплика каждого лица в диалоге пишется с новой строки. Перед ней ставится тире. Если реплика сопровождается словами автора, ставятся те же знаки препинания, что при прямой речи, но без кавычек. На предыдущих занятиях мы с вами познакомились со значением слова «этикет». А что такое, по-вашему, этикетный диалог? Давайте прочитаем телефонный разговор одноклассников. Алло, Алло, Аделю позовите. Дима, это ты? Аделя, ты сделала домашку по русскому языку? Нет, еще не успела. Я хотел спросить у тебя. Ну ладно. Пока. Какие правила речевого этикета нарушены в этом диалоге? Исправьте диалог в соответствии с этими правилами. Прежде всего необходимо поздороваться и представиться, а потом вежливо попросить позвать к телефону того, кто вам нужен. И с ним тоже надо поздороваться. Товарищу можно сказать «привет», взрослому человеку «здравствуйте». Содержание разговора и есть диалог, хотя его участники этого не поняли. Старайтесь избегать ничего не значащих выражений. Нормально, ничего. Давайте послушаем еще раз наш диалог. Алло, Здравствуйте. Это Дима, одноклассник Адели. Пожалуйста, пригласите Аделю к телефону. да. Привет, Аделя. Привет, Дима. Хотел узнать, ты сделала домашнюю работу по русскому языку? Нет, еще не успела. Понятно. Хотел уточнить у тебя один вопрос. Извини за беспокойство. Пока. До встречи. Обратимся к упражнению 94 вашего учебника. В русском языке существует несколько грамматических способов, с помощью которых может быть выражена просьба. Например, можно использовать схему местоимение плюс глагол в форме будущего времени. Вы не поможете донести коробки до двери? Не могли бы вы мне помочь? Ты не сможешь подержать дверь? Время пришло отдохнуть. Отложите ручки и тетради. Быстро встали, улыбнулись, выше, выше потянулись. Ну-ка плечи распрямите, руки плавно поднимите, а затем их опустите. Вправо, влево повернитесь и скорей садитесь.
Отдохнули? А теперь предлагаю закрепить изученный материал. Давайте поработаем с текстом. В нем пропущены знаки препинания. Поработайте самостоятельно. Подумайте, где диалог, как мы его оформим. Проверим. Два упрямых козлика встретились однажды на узком бревне, переброшенном через ручей. «Уступи мне дорогу», — сказал один. «Вот еще, пятся назад, я первым зашел на мост», — ответил второй. «Нет, брат, я гораздо старше тебя годами и не уступлю ни за что». Тут оба столкнулись крепкими лбами, сцепились рогами и, упираясь тоненькими ножками в колоду, стали драться. Но колода была мокра. Оба упрямца поскользнулись и полетели прямо в воду. Какова главная мысль текста? Упрямство ни к чему хорошему не приводит. А как можно было бы решить возникшую проблему? Подумайте на досуге, умеете ли вы уступать, решать проблему так, чтобы никого не обидеть. Если вы мне отвечаете сейчас, значит, у нас состоялся диалог. И я очень надеюсь, ведь общение, обмен мнениями делает нас чуточку умнее. Подведем итоги урока. Речь может быть монологической и диалогической. Монолог – это речь одного лица. Диалог – разговор двух или нескольких лиц, и он оформляется на письме особым образом. Каждая реплика пишется с новой строки и в кавычки не заключается. Слова автора оформляются так же, как в предложениях с прямой речью. Мы узнали, что проявление вежливости в разговоре – одно из правил этикетного диалога. Упрямство часто препятствует решению проблем. В качестве домашней работы предлагаю выполнить упражнение 95. По ответной реплике восстановите предыдущую. Следите за тем, чтобы ваши диалоги соответствовали требованиям речевого этикета. Наш урок подошел к концу, и его я хотела бы закончить такими словами. На доброе слово не надо скупиться. Сказать это слово, что воды дать напиться. Со словом обидным нельзя торопиться, чтоб завтра себя самого не стыдиться. Я благодарю вас за внимание. Всего доброго.